на своем месте. Отнеситесь к этому серьезно. Настороженность наша, не излишняя она. В целях недопущения распространения коронавируса временно закрыты школы и детсады. В образовательных учреждениях Ингушетии объявлен карантин. Больного полностью изолируют с самого начала. Далее пациента переодевают, внутри находится медсестра и врач, которые делают все пробы на анализы. 93 человека заражены в стране. Коронавирус получил в России статус пандемии. Какие меры предпринимаются в Ингушетии и как уберечься от инфекции? Победу одержал Алан Амри, Республика Ингушетия, спортивный клуб «Авиатмат». Кто же стал лучшим? Сотни спортсменов боролись за звание чемпиона России по греко-римской борьбе среди юношей. Расскажем о финальных схватках. Это было время, когда народу нужно было, необходимо было определяться, как жить дальше, как сохранить народ и как развиваться. 250 лет вместе с великой державой. Завтра годовщина единения Ингушетии с Россией. В Яндере прошел фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое». Возведены полностью 4 подпорные стены. Устроены, первая, вторая, третья опоры моста. 4 полосы движения, 3 транспортные развязки. На каком этапе реконструкция трассы «Кавказ» и когда завершатся работы, выяснял наш корреспондент. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. Президент России Владимир Путин решил создать рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу. Главам тех регионов, где выявлены случаи новой инфекции, рекомендовано принять участие в работе группы. Напомню, на данный момент в России официально зарегистрировано 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 7 больных уже выздоровели и выписаны из больницы. В стране проведено более 100 тысяч тестов на уханьский коронавирус. Сейчас основной источник заразы для страны – европейские государства, откуда возвращаются россияне. Счет больных на 1000 давно идет в Италии и Испании. Всего в мире уже более 160 тысяч выявленных случаев заболевания, погибших около 6 тысяч. В Ингушетии в целях предотвращения возможности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 17 марта объявлен карантин во всех дошкольных, средних, общеобразовательных организациях, а колледжам и вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Соответствующее решение принял глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения вируса. Подробности в сюжете. Несмотря на отсутствие сейчас в республике случаев заражения, необходимо приложить все усилия по их предупреждению и предпринять превентивные меры для защиты населения, отметил в своем выступлении Махмуд Али Калиматов. Кроме того, в ходе совещания было решено ввести ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции. Слава Всевышнему, у нас пока здесь нет опасности, но это такая зараза, что она, так сказать, без спросу придет. Поэтому каждый на своем месте отнеситесь к этому серьезно. Настороженность наша, не излишняя она. Но мы просто-напросто должны сегодня понимать, один случай и потом уже не уловим, нигде не уловим. Особое внимание обратить к аэропорту, кто откуда летит. И, естественно, там, где общественные места у нас есть, при необходимости обращайтесь в Роспотребнадзор. Особенно просьба. К детям отнеситесь правильно. Детей надо оградить от этого. Поменьше скопления в общем. Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории республики всего под наблюдение в условиях домашней самоизоляции попали 3 человека. Наблюдение за одним из них завершено. Человек здоров, лабораторные анализы отрицательные. Особо опасное место – это у нас здравоохранение. Значит, вот это вот инфекционное, особенно отделение, тут чихнул, уже подозрение должно быть. Значит, в всех отделениях инфекционных они должны карантинные быть. Если туда попал человек, тут не поймешь, то ли грипп, то ли ОРЗ, то ли что там. Понимаете, пока не проверишь.
Проведите там разъяснительную работу и медсестрам, и другим. Людей тоже не пугайте, ничего у нас не произошло. Просто неподозрительность какая-то, просто разъясняйте людям и информируйте об этом. В заключение Махмуд Али Калиматов напомнил об индивидуальной ответственности каждого гражданина. Я прошу не забывать о необходимости следовать несложным правилам личной и общественной безопасности. Уважаемые земляки, пожалуйста, берегите себя и своих близких, соблюдайте меры профилактики и не поддавайтесь панике, обратился глава Ингушетии к жителям республики. В России начала работу единая прямая линия и официальный сайт stopkoronavirusu.rf. Статистика заболевания меняется каждый час. Коронавирус в России получил статус пандемии. Сдерживать распространение COVID-19 в стране удается благодаря предпринятому комплексу мер. Коронавирус может передаваться как от больного с симптомами, так и в бессимптомный период. Официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Ингушетии нет. Какие меры предпринимаются в целях недопущения распространения заболевания в регионе, выяснял Зелимхан Калоев. В РКБ поступил больной с коронавирусом. Диагноз подтвердился. Это не утка какая-то. Если не утка, значит фейк. Информацию, которая молниеносно разнеслась в соцсетях, врачи полностью опровергают и утверждают: все под контролем. На данный момент, даже с подозрением, у нас в отделении ни одного человека нету. Насколько я знаю, и в больнице нету. Но для того, чтобы не было таких случаев, в приемном отделении уже сразу при поступлении больных, я не скажу, даже если анамнез не подходит, просто у человека пневмония, обструктивный бронхит, вот более тяжелые легочные респираторные инфекции есть, у этих людей мы на всякий случай берем, мазки берем из ротоглотки, как они говорят, мокроту, отправляется это все в Центр гигиены и эпидемиологии на анализ. Там есть экстренный тест. Для госпитализации больных в инфекционном отделении предусмотрено 40 коек, которые при необходимости можно увеличить до 46. А если и этого будет недостаточно, то расширить их можно до 75, задействовав соседние корпуса. Готовность номер 1. На случай, если сюда доставят больного с подозрением на коронавирус, предусмотрены отдельные полные боксы с выходом на улицу. То есть больного полностью изолируют с самого начала. Далее пациента переодевают. Внутри находится медсестра и врач, которые делают все пробы на анализы. Через это окошко передается БИКС, где упакован весь материал для взятия проб. И самое главное, окошко закрывается с двух сторон. А значит, инфекция дальше специализированного бокса не распространится. В арсенале медиков есть все необходимое для проведения первоочередных процедур. Туда же в палату сразу же организовываются вот подобные боксы, контейнер, где есть весь полностью необходимый материал. Есть первого типа во время опасных инфекций, первого типа это самые усиленные костюмы, противочумные костюмы. Эти полностью готовые. У нас в отделении 6 штук, нам этого вполне хватает. Противошоковые, все необходимые материалы, дезрастворы, биксы со всеми этими оборудованиями, маски, одноразовые костюмы для врачей и медсестер. Быть готовым к любому развитию событий в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ингушетии по поручению главы правительства Владимира Сластенина образован оперативный штаб с включением в его состав всех ответственных структур. В Ингушетии нет ни одного случая заражения смертельной инфекцией. Правда, 3 человека уже находились под домашним карантином. 1 человек был прибывший из Гонконга, житель республики. Это было еще в феврале месяце. Мы ему дали постановление о нахождении в условиях самоизоляции в течение 14 дней со дня прилета с этой территории, с Китайской Народной Республики. Человек прошел весь этот период, то есть находился дома, без контактов с окружающими его людьми. Анализы были отрицательные, и он благополучно снят с нашего наблюдения. Кроме того, в начале марта по поступившим сообщениям из Шереметьево к нам пришло сообщение от управления по Московской области о том, что граждане нашей республики, жители нашей республики прибыли из Италии. И мы здесь на месте уже выехали по адресам, отобрали анализы. Один из них 18 числа будет снят с наблюдения. На территории Российской Федерации, по данным на 16 марта, зарегистрировано всего 63 случая заболеваний коронавирусной инфекции. К счастью, ни одного летального случая нет.
Но эти цифры были еще утром. К концу вечера число заразившихся в России увеличилось еще на 30 человек. В мире за сутки зафиксировано почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это данные Всемирной организации здравоохранения. За пределами Китая наиболее сложная ситуация по-прежнему в Италии. Несмотря на то, что аэропорт Магас не имеет международного статуса, контроль прибывающих пассажиров проводится выборочно. Температура показывает 37. Ну, это нормально, наверное, для вас. Бывает 36, там плюс-минус 1-2 градуса, не страшно. А вообще на борту мы проверяем обычно уже при расстоянии прибывших пассажиров своим другим тепловизором. И сколько времени уходит на все весь этот процесс? Ну, буквально 3-4 минуты. Достаточное количество масок для персонала, дезинфицирующие средства. Проходит обработка всех дверных проемов, начиная от трапа самолета до выхода, где дезинфицируется каждые 3 часа в день. А в случае, если специальный термометр показывает высокую температуру, медики перепроверяют ртутным. Отсутствие в аэропорту представителей Роспотребнадзора объясняется просто. Все мероприятия проводятся на основании опыта тех стран, где уже идет расцвет этой эпидемии, и все эти мероприятия принесли действенные результаты. Вот эта проверка тепловизорами, она введена только в тех аэропортах, где есть международное сообщение. Наш аэропорт не относится к таким аэропортам. У нас только внутренние по стране авиационные сообщения. Поэтому вот эта проверка тепловизорами, вот эти посты будут выставлены только в том случае, если будет соответствующая команда, если будет эпидемиологическая ситуация, согласно которой необходимо проведение таких мероприятий. Главное не скрываться, не бояться и не искать окольных путей, поскольку дальше только хуже. Вирус представляет особую опасность для пожилых людей, уже имеющих различные заболевания. Поэтому разносчикам смертельной инфекции, которые приехали из других стран, лучше изолироваться. Для лиц старше 80 лет летальность составляет 15%. Каждый 6-й пожилой человек старше 80 лет, который был инфицирован коронавирусом, умирает, к сожалению. Вот такая статистика. Легкие пожилых людей не справляются с осложнениями от коронавирусной инфекции. Поэтому еще раз убедительная просьба к тем, кто в последнее время приезжал из этих стран, не скрывать. Есть люди, которые через третьи страны, там по шенгенской визе, может быть, там через Финляндию, как-то еще возвращаются в Российскую Федерацию, как бы не подлежат такому строгому наблюдению. Людям нужно знать, что они могут служить источником распространения инфекции, и на их совести, в принципе, будет то, что люди заболели, и, может быть, кто-то умер. Все школы, детские сады и вузы отныне закрыты на карантин. Для студентов планируют обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Перенесли и досрочную сдачу единого госэкзамена, который должен был пройти с 20 марта по 13 апреля. Врачи в один голос твердят: мыть руки, поскольку вирус может быть где угодно. Коронавирус может передаваться через банкноты. Об этом заявили в Роспотребнадзоре с ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до 9 дней. По возможности следует избегать наличного расчета и соблюдать меры предосторожности при оплате карты и при наборе пин-кода. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. В связи с распространением коронавируса на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных, находящимся на карантине людям, и стимулирующих выплат медработникам, которые занимаются профилактикой распространения нового коронавируса. На территории Ингушетии заработала круглосуточная горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции, где специалисты расскажут о симптомах и профилактике коронавирусной инфекции, разъяснят, как действовать при первых признаках недомогания. Телефон горячей линии 8 928 099 05 45. Зелимхан Калоев, Ахмед Гандаров, Новости 24. В Кремле назвали условия вступления в силу поправок в главном правовом документе страны. Первый – это обязательное направление предлагаемых изменений в Конституционный суд Российской Федерации запроса для оценки их соответствия. В случае положительного заключения проводится общероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля. Если инициативу поддержат половина граждан, явившихся на выборы, то изменения вступят в силу. В минувшую субботу законопроект подписал президент Владимир
Владимир Путин. Ранее он был принят Госдумой, Советом Федерации и Заксобраниями всех 85 регионов страны. Соответствующий документ также опубликован на сайте интернет-портала правовой информации. Более 500 спортсменов из разных регионов страны в течение 4 соревновательных дней оспаривали звание лучших в первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили во Дворце спорта «Амагас». Сегодня на закрытии первенства за кубки, медали и грамоты боролись сильнейшие спортсмены в весовых категориях 80, 92, 110 и 120 килограммов. Ингушские борцы вновь отличились. О финальных схватках из Дворца спорта репортаж Микаила Тангиева. Заключительный день всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. В финале первенства России сражаются только сильнейшие борцы в 4 весовых категориях. После нескольких схваток за 3-е место в зале гаснут все прожекторы, кроме тех, что расположены на центральном татами. За золото первенства сражаются борцы в весе до 80 килограмм. Борец в красном – это Алан Амриев, воспитанник спортклуба Ади Ахмат. Оба участника уже опытные спортсмены и в решающей встрече в прямом смысле не намерены упускать победу из рук. Несмотря на ожесточенную и равную схватку, ингушский спортсмен смог обогнать соперника по очкам, а его недовольство после решающего свистка судьи уже ничего не изменит. Алан Амриев сегодня лучший российский борец в своем весе. Победу одержал Алан Амриев, Республика Ингушетия, спортивный клуб Ади Ахмат. Зрители на трибунах ликуют. Это уже 2-е золото в копилку ингушской команды. И хотя победитель изрядно устал в бою за 1-е место, все-таки согласился сказать пару слов на камеру. Очень тяжело. Мы делали неделю в год. Почти воле Всевышнего. Мне удалось выиграть. Очень хорошая организация у нас. Спасибо всем большое. Золотая медаль первенства России – это отличный результат для любого спортсмена, уверен президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхароев. По его словам, добиться высоких достижений в спорте возможно только благодаря полной самоотдаче спортсмена во время поединка. Это дорогого стоит у нас дома провести такое масштабное соревнование. Опытные тренеры и спортсмены всегда отмечают, успех или поражение на соревнованиях во многом зависит от уровня подготовки и организации. Условия, созданные на местах проведения крупных спортивных турниров, влияют на эмоциональное и физическое состояние участника. И нужно отметить, что гости республики в очередной раз остались довольны тем, как их приняли в Ингушетии. Прекрасная организация, прекрасная встреча, очень внимательно относится к приезжим. Это называется по-нашему гостеприимство. И всех я приезжу здесь, почти можно сказать, 500 участников, представителей со всего российского региона. Когда я с ними разговаривал, они очень относятся, говорят благодарственные слова в адрес организаторов, которые так прекрасно подготовили зал, размещение, питание. Строгое и в то же время объективное судейство стоит на первом месте на таких крупных соревнованиях, как первенство России по греко-римской борьбе, подчеркивают опытные судьи. В течение 4 соревновательных дней они непредвзято оценивали борцов, и пришло время дать заключительную оценку по итогам первенства. Во многих схватках счет доходил до 2-го десятка. Допустим, первые отборолись 10-9, во втором периоде еще добавляли, и в сумме получалось 30-32 балла. Это говорит о технической подготовке ребят. Что ребята приехали сюда, готовые не толкаться, не грубить, а бороться, показывать техническую борьбу. В общем, волна юная идет очень хорошая. И смена у нас будет, у сборной команды, тоже достойная. Время для торжественной церемонии награждения финалистов первенства страны по греко-римской борьбе памяти героя России Алихана Калиматова. По результатам всех соревновательных дней в копилке ингушской сборной 2 золота – Алан Амриев и Рамзан Арабханов, а также 2 бронзы – Хамзата Дудушева и Али Андиева. Победителям и призерам вручают медали, кубки и ценные подарки.
Михаил Тангиев, Магомед Дедигов, Новости 24. Сегодня отмечают важную дату в истории нашей страны. Ровно 6 лет назад состоялся общенародный референдум в Крыму, на котором 97% жителей полуострова проголосовали за возвращение в родную гавань и декларацию о независимости, принятую 11 марта. Парламент Крыма провозгласил независимость республики, после чего Симферополь обратился к Москве с просьбой включить полуостров в состав России в качестве нового субъекта. И 18 марта 2014 года решение народа закрепили в Кремле подписанием договора. Сегодня наши два региона связывают тесные дружеские отношения, которые способствуют налаживанию торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества. Доказательством сплоченности послужила и передача нашему региону на безвозмездное пользование пансионата «Евпатория». Ну а завтра годовщина единения Ингушетии с Россией. В 1770 году в подписании исторически важного и судьбоносного документа приняли участие представители нескольких ингушских тейпов. Подписанной присяге ингушский народ верен уже на протяжении 2,5 веков. В учебных и культурных заведениях республики мероприятия уже проходят с аншлагом. В Яндере зрителей собрал фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое». Тамара Хашагульгова расскажет. Ксения Говядинова на этом концерте – настоящее олицетворение нашей страны. Даже песня у нее соответствующая «Девочка Россия». Русская по национальности, родилась и выросла в Ингушетии. День вхождения нашей республики в состав России для нее не просто формальное событие. Это очень значимо для нас всех, для самой республики Ингушетии, то, что она соединилась с Россией. Если Ксения – это девочка Россия, то вот эти маленькие храбрые воины – настоящий символ и достояние республики. Они не только хорошо учатся, метко стреляют, но при случае могут и на духовых инструментах сыграть, и даже песню исполнить о своей малой родине. На смену одному творческому коллективу приходит другой. Но пениями и танцами здесь не ограничиваются. Нашлось место и для истории. Дата, сплотившая всех и собравшая в этом зале. 250-летие вхождения Ингушетии в состав России. Время вхождения, время единения народа с Россией. А мы тогда жили отдельными обществами, и не было, может быть, такого понятия, как сегодня там Ингушетия, но был ингушский народ. Было очень сложно. Это было время, когда народу нужно было, необходимо было определяться, как жить дальше, как сохранить народ и как развиваться. Задолго до этого первые контакты с Древней Русью уже имелись. У зрителей сегодня есть возможность не только насладиться прекрасной музыкой, узнать об истории народа, но и прикоснуться к ней в буквальном смысле этого слова. Вековые башни Юсупа Цурова, древние истинги Зейнаб Зараховой, одежда с национальным орнаментом, масляные и войлочные картины Мадины Албагачиевой. Все это быт и культура народа сквозь веху 2,5 веков. Все, что может женщина сделать, конечно, во всех направлениях стараюсь. Я не во всем специалист, но все равно стараюсь во всех областях по чуть-чуть вникнуть, понять, сделать работу и показать этим, что этим может заняться каждый. То есть было бы желание. Мы привезли свои работы сюда, чтобы представить, показать наш край, нашу историю, можно сказать. Этот фестиваль не только возможность сохранения и возрождения культуры республики, но и подтверждение того, что Ингушетия живет в мире и согласии с другими народами страны. Ингуши остаются верными клятве, данной предками, сохранить и укрепить мир с Россией. Такие фестивали, во-первых, открывают новые имена, направлена именно наша культура, направлена именно на созидание. Через культуру только мы можем донести наше состояние души нашего народа. Это было вполне правильное решение, но тогда старейшины руководствовались тем, что они могли добиться какой-то помощи от России, и они, думаю, сделали вполне логичный выбор.
Мудрый, а главное, осознанный выбор наших предков, знавших цену миру и войне, братству и свободе, прочный фундамент, на котором сформировалась наша государственность, события, вписанные золотыми буквами в историю народа. Тамара Хшагульгова, Ахмед Гандаров, Новости 24. 17 марта в почтовое обращение выйдет марка, посвященная 250-летию единения Ингушетии с Россией. На ней изображен герб республики, а в оформлении использован национальный орнамент. Тираж составит порядка 120 тысяч штук. Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Магаса. Напомню, историческое событие. Договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России был заключен в марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием Бартбосе, склон Согласия. Все ближе победный май. 2020 объявлен годом памяти и славы в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Символом юбилея празднования станут и лица Победы. Одноименный первый проект в мировой истории использует искусственный интеллект для поиска информации о ветеранах, которую передают потомки и родственники. Джабраил Исрапил Мурзабековы и Юнус Добриев – участники Великой Отечественной войны. Как отличились они на фронте и в мирной жизни, знает Диана Дударова. Материалы об участниках Великой Отечественной музея краеведения собирают по крупицам уже не один год. Этот зал переполнен фотографиями храбрых ингушей. А теперь, благодаря проекту «Лица Победы», он заполняется новыми историями о героических подвигах защитников страны ингушской национальности. Свое место в зале Великой Отечественной займут еще две фотографии. Родные братья Марзабековы уехали на войну совсем молодыми. Судьба их раскидала по разным фронтам. Больше не видели друг друга. В память о них остались только фотографии, которые их племянник Муса Марзабеков передает в дар музею. Старший Джабраил Марзабеков в 1941 году был призван Сунжинским военкоматом и был отправлен на войну. В Сталинградском направлении. Джабраил Мурзабеков воевал под Сталинградом. Ближе к концу 1943 года на полях сражений его контузило, после чего дядю комиссовали, и он вернулся на родину. В 1944-м был депортирован вместе с народом. Немного погодя устроился на работу на железнодорожной станции в городе Балхаш. Судьба Джабраила Марзабекова сложилась печально. В 1945 году погиб на рабочем месте. На железнодорожной станции дядя работал составителем. В один из рабочих дней его зажало между вагонами поезда, в результате чего скончался на месте. А что стало с младшим братом Джабраила, до сих пор неизвестно. В феврале 1939 года Исрапил Марзабеков был направлен на финскую войну. Далее проходил службу на Украине. Окончил ускоренные курсы офицеров и был командиром роты. Это единственная фотография Исрапила, которую он отправил вместе с последним письмом с фронта. Писал: «Враг наступает, идут ожесточенные бои, наши войска отступают». И просил, пока сам не напишет, не отправлять ему писем. И по сегодняшний день о нем нет никаких вестей. Вместе с ним служил ингуш Сияндари Апкуркастоев. При жизни он рассказывал, что Исрапил Мурзабеков был их командиром. Оттуда он и отправил последнее письмо. С тех пор считается без вести пропавшим. Большая часть присоединившихся к проекту «Лица Победы» – племянники участников Великой Отечественной. Как известно, ингуши пополняли ряды армии совсем юными, отдавали жизни на полях сражений, так и не успев создать собственные семьи и оставить свое продолжение. Так рассказы о братьях Марзабековых передали их братья и сестры своим детям, благодаря которым мы узнаем о славных героях. Отец много рассказывал о своих братьях. Джабраила описывал как человека доброго, отзывчивого, милосердного. Исрапил, по его рассказам, пользовался уважением среди молодежи, был физически активным, крепкого телосложения и красивым молодым человеком. Здесь же делится историей еще одного бойца, защитник Москвы, Ленинграда, Европы. Отважный воин, который наводил страх на немецкую армию и сбивал их самолеты удивительной меткостью. Человек, прошедший войну от самого начала до самого конца, Юнус Добриев. Сведениями о наградах славного участника Вовы и фотографиями сегодня делится его дочь Лидия Икажева. 28 лет было ему, когда он отправился на фронт.
Юнус Добриев был призван Орджоникидзевским горвоенкоматом в июле 1941-го. Уже осенью в составе 15-й пехотной бригады его перебрасывают через Саратов в Подмосковье по направлению Москва-Ленинград. Бой своего батальона в 1942 году Юнус Добриев вспоминал долго, рассказывает Лидия. Под станцией Старая Русса он потерял много товарищей и был ранен в левую руку. В мае 1942-го был назначен наводчиком орудия в войсковую часть 2-го Белорусского фронта. Позже он становится командиром орудия. Добриев Юнус Улбиевич был представлен Герой Советского Союза среди 27 ингушей. Это есть и в этой памятке среди 27 ингушей, чтобы наградили его. Он сбил 4 самолета, 2 ночного видения, 2 дневного. Он не давал высадиться немцам. В мае 1945-го командир части Юнус Добриев получает секретное задание – сопровождать до Берлина бронепоезд с правительственной делегацией. Лично мой отец Добриев Юнус Улбиевич ихний бронепоезд сопровождал до Берлина во главе с Жуковым поезд. В самые тяжелые моменты боев он был примером мужества и отваги для своих подчиненных. За свои подвиги Юнус Добриев был удостоен медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, медалью Жукова, орденами Отечественной войны 2-й степени. После окончания войны Юнус Добриев отправился в Казахстан, искал родного брата и 2 сестер, депортированных вместе с ингушским народом. Воссоединившись с родными, в 1953 году женился. Вырастил 6 сыновей и 2 дочерей. Лидия была его первенцем. Для нее подвиги отца стали причиной гордости и восхищения им. Ни одного человека, наверное, на свете он не обидел. Он такой мягкий был. Вот он по глазам мысли читал. Такой интересный был. Люди, испытавшие тяготы войны, понесшие большие потери, понимали ценность жизни, молодости и мирных дней. Много храбрых ингушских сыновей так и не вернулось с кровопролитной войны. Сотни до сих пор не обрели своей могилы и числятся в списках без вести пропавших. Один из них – родственник Юнуса Добриева, Султан Гирей Добриев. Сегодня Лидия пополнила кладезь истории об участниках Великой Отечественной еще одной фотографией. Он последнее письмо написал брату, двоюродный брат, и что уже начался война, больше не пишите, пока я вам не напишу. Мы идем на наступление. И последнее письмо у него было в 1941 году из города Чернигова, Украинской ССР. И больше от него весточки нет. Мы его ищем до сих пор и не можем найти. Еще 2 без вести пропавших участников Великой Отечественной. Этот проект многим родственникам позволяет не только поделиться историей героических людей, но и обрести надежду узнать, что стало с их близкими. Сотрудники Краеведческого музея проводят большой объем работы в поисках пропавших в годы войны. Диана Дударова, Майрбек Межоев, Новости 24. 4 полосы движения, 3 транспортные развязки, современное освещение и сотни дорожных знаков. Масштабную реконструкцию 26-километрового участка федеральной автодороги «Кавказ», пролегающего через Ингушетию, планируется завершить к концу года. Для сдачи объекта в срок задействованы сотни рабочих и десятки единиц техники. Новая трасса снизит аварийность и минимизирует пробки. Где сейчас сосредоточены силы рабочих, расскажет Идрис Ижиев. Трасса «Кавказ» проходит через всю республику, соединяя Ингушетию с остальными регионами. Эта дорога имеет федеральное значение, а огромный поток автотранспорта просто обязывает проводить работы быстрыми темпами, задействовав много техники и рабочую силу. ФАТ «Кавказ» проектирован так, чтобы по всему участку реконструкции транспортный поток не перекрывался. Учитывая, что строительство ведется не 1 год, движение проходит в штатном режиме. Это позволило проделать огромный фронт работ. На данный момент у нас сейчас, с пикета 110 до 259 у нас полностью уложено асфальтобетонное покрытие. Вот сейчас ведутся работы по обустройству автомобильной дороги и, уже идет полностью доработка под сдачу. Сейчас ведется комплекс по установке, освещения на автомобильной дороге.
Также занимаются мероприятием по водоотводу. Ингушетия является регионом с перенасыщенным автопарком. Транспорта очень много, а поток их в любое время суток довольно плотный. При такой нагрузке дорожное покрытие должно быть прочным и долговечным. Здесь у нас, значит, в верхнем слое щебеночно-мастичного асфальтобетона мы используем добавки специальные, которые, значит, увеличат срок, эксплуатационный срок покрытия и, соответственно, повысят показатели по выдерживаемым нагрузкам. Трасса «Кавказ» соединяет сразу несколько населенных пунктов. Сейчас в районе Икажевского круга и селения Яндари ведутся работы по выравниванию ландшафта. Землю будут сыпать до уровня существующего асфальта. Рельеф трассы идеально сочетает наклон угла и протяженность подъема. Это позволяет существенно экономить время и ресурсы. От 169-го пикета до 259-го уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Этот участок протяженностью в 10 километров. По этому же периметру отсыпана и обочина. Стандартная разметка уже есть. Сейчас ведутся работы по установке барьерного ограждения. Самый большой объект, входящий в проект Росавтодора, это мост вблизи Магасовского круга. Огромная конструкция призвана разгрузить существующую развязку и существенно снизить уровень пробок. Уже проделан значительный фронт работ. Потихоньку вырисовывается картина будущей конструкции. Значит, возведены полностью 4 подпорные стены. Вот. Устроены, значит, 1-я, 2-я, 3-я опоры моста, то есть путепровода. Вот. И установлены ригеля, опорные конструкции. То есть мы готовимся к перекрытию путепровода пролетными строениями. Каждый день в час пик именно здесь образуется километровая пробка, начиная от поста, заканчивая Икажевским кругом. Поездка на работу для водителей стала настоящим испытанием. Бывают заторы и пробки. Пока проезжать сложно. Ехать можно только медленно. Если бы расширили плиты, было бы удобнее для водителей. После полной сдачи объекта водители по всей Ингушетии смогут вздохнуть с облегчением. Пробки и аварии, по мнению экспертов, сократятся в разы. Новая трасса будет отвечать не только всем стандартам качества, но и безопасности. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. В России планируется с 2021 года ввести беззаявительный механизм накопления пенсии, благодаря которому граждане по достижению 45 лет будут получать автоматическое уведомление о размере накоплений через сайт госуслуг. Гражданам будут разъяснять условия и порядок приобретения права на пенсию. Также планируется включить в уведомление параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере уже накопленных пенсионных средств. Кроме того, с помощью цифрового приложения будет создан беззаявительный порядок получения пенсии по инвалидности. Сообщения начнут поступать жителям ряда регионов с 1 июля следующего года. Их не получат те, кто начал получать пенсии до достижения возраста 45 лет. Задай вопрос боксеру. Именитые ингушские спортсмены встретились с региональными журналистами. В пресс-центре Республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия» состоялась пресс-конференция с боксерами-профессионалами Исмаилом Илиевым, Альбертом Хамхоевым и Али Измайловым. О прошедших боях и возможных реваншах в следующем сюжете. Очень много недовольства по поводу этого боя. Но лично я, если бы судила бой, то я бы все-таки дала ничью. Свой вопрос, волнующий и общественность региона, и болельщиков ингушского бокса, озвучила профессиональному боксеру Исмаилу Илиеву собственный корреспондент газеты «Ингушетия» Наталья Минакова. Состоится ли матч-реванш с Магомедом Курбановым? Следует напомнить, недавний бой Исмаила обернулся неудачей. Судьи тогда отдали предпочтение его сопернику. Были большие вопросы Илиев Курбанову, самые огромные вопросы к рефери. Потому что, да, рефери, я не знаю, я знаю Малазони, давно его знаю, мы после боя, он звонил мне, извинялся, говорил, что он как бы не специально, это ему так кто-то, ну я не верю, что это не специально, потому что он явно не хотел замечать удары по затылку, которых Курбанов нанес очень много. Даже тот же нокдаун, если посмотреть, вы посмотрите в таком замедленном повторе, да, или пропустил хороший удар, хороший апперкот, да, но при этом он стоял на ногах, он не падал, а если тебя там где-то пошатало, шатануло, это профессиональный бокс, никто бой не останавливает, иногда он не отчитывает.
Прошедший бой для Исмаила являлся 15-м по счету в профессиональной карьере. Тогда боксер сделал ставку на постоянный прессинг и большое количество ударов, а его оппонент пытался действовать более экономно и точно. Во втором раунде Курбанов нанес серию ударов, один из которых пришелся по затылку. Это потрясло Илиева. Рефери вместо того, чтобы вынести замечание Екатеринбуржску, отчитал нокдаун нашему спортсмену. Это поражение стало вторым в карьере Исмаила. Конечно, неприятно бывает, когда ты по затылку пропускаешь удары. Постоянно они тебя беспокоят, ты не можешь там сконцентрироваться на бой. То есть это мешает? Конечно, мешает. Конечно. После удара в затылок, затылок ударил, я упал в нокдаун, считали, у меня уже эмоции чуть-чуть. Да, это было заметно. Начал уже на эмоциях уже боксировать с ним, чуть-чуть поддался эмоциям. Если я выполнил план на бой, там мог бы намного увереннее выиграть его. Али Измайлов – ингушский боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории, призер чемпионата России и мастер спорта. В текущем месяце Али в рамках турнира Кубок Казанского Кремля единогласным решением судей в 8-раундовом поединке одержал победу над Сергеем Якимовым. Тогда перед самым боем мнение экспертов склонялось не в пользу Али, ввиду неустойчивости и огромного опыта его соперника. Я знал, что бой будет сложный, но я знал, что Али выиграет. Это как я для себя был уверен, что Али выиграет этот бой. То есть все, как я думал, так и по такому сценарию прошел бой. Где-то хотелось, где-то может и уронить его, но понимал, что будет сложно. Якимов очень опытный боксер, Якимов никогда даже нокдаунов не бывал. По словам менеджера боксеров Хусейна Бузуртанова, способности и навыки высококлассного боксера и огромный потенциал Али Измайлова тогда в Казани отметили и Рой Джонс. Сам же Али на все расспросы отвечает скромно. Мы прошли отличный сбор и уже были уверены, что мы можем конкурировать на таком уровне. И мы согласились. Другой же фаворит Альберт Хамхоев после длительного застоя вновь надел перчатки. В конце февраля он также решением судей завоевал победу в поединке с украинцем Виктором Плотниковым. Встреча проходила в Санкт-Петербурге в рамках вечера профессионального бокса «Короли нокаутов 2». Я думаю, еще до конца года он проведет 2-3 боя, и уже в следующем году его можно будет потихоньку туда наверх поднимать. 2-3 боя не часто? Нет. Каждые 3 месяца? Не, нормально, потому что бои же 4, у него сейчас бои пока были 6 раундов. Сейчас еще один раунд боя ему сделаем, мы хотим ему сделать еще один бой. 6 раундов, может 8, до конца года 6-8 раундов бои ему сделать, а уже в следующем году 10-12. Все трое профессионалов, некогда выходцы из любительского бокса, едины во мнении. Победа спортсмена во многом зависит от морального состояния того или иного спорта в родном для него регионе. В частности, бокс может стать визитной карточкой в Ингушетии при правильном подходе и финансовой поддержке. Пресс-конференция завершилась пожеланиями в адрес бойцов, скорых побед и дальнейшего покорения пьедестала. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24. Какими предметами быта пользовались ингуши в эпоху Средневековья? Некоторые уникальные образцы представлены в Музее краеведения имени Тугана Мальсагова. Там открылась выставка султана Мережкова, уменьшенная копия мельницы, ткацкий станок и даже старинный телефон. Антикварные предметы лицезрела Идана Плиева. Ткацкий станок, а около там вот стоите вот эти вот шерсть чесали, вот, с этими иголками, вот. Это вообще было здорово. Нас мама вот так вот, знаете, учила шить. И потом веретеном вот так вот ниточку делали. Это что-то из моего детства есть, это я помню. Как же мало нужно, чтобы разбудить воспоминания детства и счастливого материнства. Они у Аси Абдурзаковой просыпаются при виде ингушской люльки. Подобную, чуть больших размеров, подарила ей когда-то свекровь. В этой люльке лежали мои 2 дочери. Что самое интересное, они уже когда старше становились, они не хотели выходить из этой люльки. Вот им надо было сначала, я должна была их уложить в эту люльку. Она уснет, я ее оттуда вытаскивала и прикладывала в кроватку. Благодаря этим предметам быта в небольшом зале слилось несколько эпох, от Средневековья до наших дней. Заглянуть в каждую из них помог журналист, заведующий музеем этнографии Республиканского дома народного творчества Султан Мережков. Не только коллекционер, но еще и мастер резьбы по дереву. На выставке представлены сделанные его руками в миниатюре копия старинной мельницы, орудия земледелия. Большое внимание представителей женского пола привлекает и ткацкий станок – талх. Кто-то, решив вспомнить мамины уроки, тут же садится прясть, а взгляд других цепляет предметы для вышивания. По деталям представлены все необходимые предметы, которые использовались во время шитья. Вот шант называется данная сумочка, туда клали разные инструменты. Я уверен, что многие наши юные
участники этой выставки, да, не смогут назвать на ингушском языке, как называется та или иная вещь. Поэтому эта выставка вызвана и еще тем, что на нем мы будем изучать свой родной язык. Есть здесь и шоу, треногий столик, за которым могли сидеть только зять с 2 друзьями, а еще старые телефоны, радиоприемник, фотоаппараты. Их и сейчас можно найти у наших родителей. И многие из экспонатов, уже вышедшие из домашнего обихода, часть истории наших родных и близких, отмечает замминистра культуры региона Айна Ильясова. Детально изучив и узнав о каждом предмете выставки, она выразила благодарность ее автору. Это человек, который настолько красиво говорит о своем языке, настолько любит он все, что связано с традиционной культурой своего народа. Вот эта любовь вся выливается вот в то, что мы видим. Это уникальная, я бы сказала, выставка. Например, вот этот ткацкий станок, он не только воспроизведен, но он производит ткань. Выставка приурочена к значимой дате – 250-летию единения Ингушетии с Россией. Ее цель – показать, как через предметы быта происходило взаимовлияние, взаимопроникновение культур русского и ингушского народов. Каждый экспонат – уникальная возможность узнать больше о жизни ингушей того периода. Погрузиться в него может любой желающий. Выставка Музея краеведения продлится до конца недели. Дана Плеева, Магомед Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.